С этого года меняется порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет. Изменяется индикатор для назначения пособия, что в некоторых регионах приведет к росту числа лиц, имеющих право на получение этой выплаты. Также увеличивается размер пособия и устанавливаются правила его перерасчета. Подробности у Ирины Кичигиной. Данные выплаты получат семьи, имеющие детей от 3 до 7 лет включительно, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Для его получения необходимо обратиться с заявлением в органы соцзащиты, либо заполнить заявление на сайте госуслуг. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2020 году размер данной выплаты составлял 8651 рубль. Начиная с 2021 года эта величина 9111 рублей. Данное пособие назначается сроком на 1 год, по истечении которого семье необходимо подтвердить право для дальнейшего получения данной выплаты. Начиная с 1 января 2021 года внесены изменения в условия предоставления выплаты. Теперь она назначается со дня обращения, либо со дня исполнения ребенку 3 лет в случае, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. Ребенок, на которого назначается выплата, обязательно должен быть прописан с тем родителем, который подает заявление. И что касается состава семьи. Дело в том, что ранее в состав семьи включались только супруги при заключении официального брака. А начиная с этого года в состав семьи включается родитель ребенка, если он проживает совместно с этой семьей. То есть это коснется как раз так называемых гражданских браков. Начиная с 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет устанавливаться дифференцированно в размере 50 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на детей. Размер будет зависеть от уровня среднедушевого дохода семьи с учетом получаемых пособий. Иными словами, те семьи, общий доход которых и после получения этих выплат не достигает прожиточного минимума, будут получать повышенный размер пособия. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Мир Ингри.